Здравствуйте, ребята! 同学们好， Мы продолжаем изучать китайский язык. С вами преподаватели Института Конфуция при Бишкекском государственном университете имени Хусейна Карасаева, я, Молдоканова Асель, и моя коллега Темлития. 我们是来自新疆大学比什凯克国立大学孔子学院的汉语教师。我旁边的是阿谢里老师，我是邓老师。 А также с нами в студии наши дорогие гости, ученики учебно-воспитательного комплекса школы-гимназии номер 62 Акунов Эдиль и Умуржанова Зарема. 大家好。今天我们来学习中国传统节日春节。 Сегодня мы изучаем традиционный праздник, праздник весны. 我们主要分3个部分去进行讲解。 Содержание нашего урока делится на 3 части. 1. 春节的风俗习惯。 Первое. Обычаи и традиции. 2. 中国历史中的春节。 Второе. Праздник весны в истории Китая. 3. 节令食品。 Третье. Праздничная еда. 现在我们来学习第1章节风俗习惯。 Сейчас мы начнем изучать обычаи и традиции. 春节的第1个风俗习惯是扫尘。新春扫尘有除尘布新的含义，其用意是要把一切穷运、霉运通通扫出门。每逢春节来临，家家户户都要打扫环境，清洗各种器具，拆洗被褥、窗帘等，到处洋溢着欢欢喜喜搞卫生、干干净净迎新春的欢乐气氛。 Обычаи и традиции. Уборка дома. Подметание пыли в новом году символизирует избавление от старого и привношение нового. Целью этой традиции является вымести за дверь все невезение и неудачи. Перед наступлением китайского Нового года в каждом доме начинается тщательная уборка, в которую включается мойка различной посуды, стирка занавесок и постельного белья. Повсюду царит радостная атмосфера, и люди в чистоте и порядке встречают китайский Новый год. 新春第2个风俗习惯是贴门神。门神像左右各一张，后代常把一对门神画成一文一武，寄托了汉族劳动人民一种辟邪除灾、迎祥纳福的美好愿望。 Приклеивание богов-хранителей дверей. Слева и справа от каждого дома находятся изображения богов-хранителей дверей. Поздние поколения часто рисовали пару дверных богов как персонажей боевого искусства, чтобы защитить народность хань от зла и бедствий, а также привлечь благополучие. 新春第3个风俗习惯是贴春联。对联是中国传统文化的瑰宝。 而春联是每年新春到来前夕写在纸、布或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句，言简意深，对仗工整，平仄协调，字数相同，结构相同，是中国语言的独特艺术形式。 Наклеивание парных надписей. Парные надписи – это двойные предложения, написанные на бумаге, ткани или вырезанные на бамбуке, дереве или столбах. Язык изречения простой и глубокий, контраст аккуратный, одинаковое количество иероглифов и идентичная структура. Это уникальная форма искусства китайского языка. Парные надписи – это сокровище традиционной китайской культуры. Самые ранние надписи появились в эпоху Троецарствия. 春节还有风俗习惯是贴年画。年画是中国的一种古老的民间艺术，反映了人民朴素的风俗和信仰，寄托着他们对未来的希望。年画也和春联一样，起源于门神。 Наклеивание новогодних картинок. Новогодние картинки – это древнее народное искусство Китая, отражающее простые обычаи и верования людей и их надежды на светлое будущее. Новогодние картинки, как и парные надписи, произошли от богов-хранителей дверей. 接下来我们来了解年的来历。 История происхождения Нен. 春节，一年之始，四季之始。《说文》中记载，
年，谷熟也。因为稻谷一年一熟，人们将稻谷成熟一次称为一年，所以又把春节叫做过年。传说在每年除夕的时候，有一种叫年的怪兽就会出来，它头长触角，凶猛异常，吞食牲畜，伤害人命。后来村里来了一位乞讨的老人，他一点儿也不怕年兽。在除夕的这天，当人们纷纷逃往深山的时候，他却将大红纸贴在门口，用蜡烛把屋内照得通亮，又把烧火用的竹子放进火堆里，噼噼啪啪的响声使年吓得浑身哆嗦，狼狈地逃跑了。从此，年再也没有回来作祟，却成就了中国民间最隆重的一个节日——春节。中国人的新年往往从除夕的前一个月就开始。春节另外的风俗习惯是窗花与福字。窗花不仅烘托了喜庆的节日气氛，也集装饰性、欣赏性和实用性于一体。剪纸在中国是一种很普及的民间艺术，千百年来深受人们的喜爱。因它大多是贴在窗户上的，所以也被称为窗花。春节贴福字是中国民间由来已久的风俗。福字指福气、福运，寄托了人们对幸福生活的向往，对美好未来的祝愿。Узоры на окнах и иероглиф счастья. Оконные узоры не только создают атмосферу праздника, но и объединяют в себе украшение, ценность и практичность. Вырезание из бумаги – это очень популярное народное искусство в Китае. Его любили люди на протяжении тысячелетий. Поскольку его чаще всего наклеивают на окна, его чаще также называют оконными узорами. Размещение слова «фу» – «счастье» во время праздника весны – давние обычаи китайцев. Слово «фу» относится к благословению и удаче и олицетворяет стремление людей к счастливой жизни. 风俗习惯之除夕团圆饭与守岁。一年一度的团圆饭对中国人来说极其重要，家人的团聚能够令人在精神上得到安慰和满足，一家大小互敬互爱，共叙天伦，围坐餐桌旁是一种幸福的时光。守岁是中国民间在除夕的习俗，又称照虚号、熬年、熬夜。它的意思是指在除夕夜一家人团聚，熬夜迎接农历新年的到来。除夕守岁是最重要的年俗活动之一，守岁之俗由来已久。Ужин воссоединения и новогоднее бодрствование. Ежегодный ужин воссоединения очень важен для китайцев. Воссоединение семей может принести людям духовный комфорт и удовлетворение. Это очень счастливое время для семьи, когда все члены семьи собираются вместе и ужинают за одним столом. Новогоднее бодрствование. В канун Нового года все члены семьи собираются вместе и до полуночи ждут наступления Нового года по лунному календарю. Новогоднее бодрствование является одним из важнейших ежегодных мероприятий. Этот обычай имеет давнюю историю. 风俗习惯之压岁钱。压岁钱是汉族年俗，寓意辟邪驱鬼，保佑平安。压岁钱最初的用意是镇恶驱邪，因为人们认为小孩容易受鬼祟的侵害，所以用压岁钱压岁驱邪，帮助小孩平安过年，祝愿小孩在新的一年健康、吉利、平平安安。春节拜年时，长辈要将事先准备好的压岁钱放进红包分给晚辈。相传压岁钱可以压住邪祟，因为岁与岁谐音，晚辈得到压岁钱就可以平安度过一岁。
Ясуйчен – новогодние деньги, ежегодный обычай ханьской национальности. Он используется в целях отпугивания злых духов и благословения мира. Изначально новогодние деньги предназначались для подавления зла и изгнания злых духов, поскольку люди думали, что дети уязвимы перед злыми духами. Чтобы защитить их от злых духов и помочь им безопасно встретить Новый год, а также пожелать им здоровья и благополучия в Новом году, им дарили новогодние деньги. Все время празднования Нового года старшее поколение кладут заранее подготовленные деньги в красные конверты и раздают их подрастающему поколению. Согласно легенде, счастливые деньги могут подавлять зло, потому что «суй» – год является омонимом слова «суй» – нечисть. Тем самым подрастающее поколение может мирно провести год со счастливыми деньгами. 风俗习惯之燃爆竹、开门爆竹。中国民间有开门爆竹一说，即在新的一年到来之际，家家户户开门的第一件事就是燃放爆竹，以噼噼啪啪的爆竹声除旧迎新。爆竹是中国特产，亦称炮仗、鞭炮，其起源很早，至今已有2000多年的历史。放爆竹可以营造出喜庆热闹的气氛，是节日的一种娱乐活动，可以给人们带来欢愉和吉利。 Открывайте двери и запускайте петарды. Запуск петард. Среди китайцев есть поговорка «Открывайте двери и запускайте петарды», так как, когда наступает Новый год, каждая семья первым делом запускает петарды и приветствует Новый год под звуком петард. Китай славится петардами, также называемые салюты, ракеты-петарды, хлопушки и фейерверки. Его происхождение очень раннее, и его история насчитывает более 2000 лет. Запуск петард может создать праздничную и оживленную атмосферу, является своего рода развлечением и может принести людям радость и удачу. 风俗习惯之拜年。拜年是中国民间的传统习俗，是人们辞旧迎新、相互表达美好祝愿的一种方式。过年时，中国人民走亲访友，互道祝福。 Новогодние визиты. Новогодние поздравления – это традиционный китайский народный обычай и способ попрощаться со старым Новым годом и приветствовать новое, и выразить друг другу свои наилучшие пожелания. Во время новогодних визитов китайцы навещают родственников и друзей, чтобы обменяться пожеланиями. 章节2：中国历史中的春节。 Глава 2. Праздник весны в истории Китая. 如果你生活在秦朝，你将度过一个秋季版的春节。秦始皇统一全国以后，规定每年的11月初1为元旦，这个时候正好是秋末丰收时节，因此人们会酿酒、宰羊庆祝春节。如果你生活在汉朝，你将度过第一个正月初1的新年。汉朝将春节的日期改为每年正月初1。春节时，他们要祭祀祖先。如果你生活在南北朝，你将度过内容丰富的春节。魏晋南北朝时，春节成为一个非常盛大的节日，有丰富的文化活动，喝屠苏酒、换桃符、赏灯、守岁等。除夕和守岁都源自于此。如果你生活在唐朝，唐朝流行做新年贺卡送给别人。如果你是公务员，那么你会有7天的带薪假期。 Если вы живете в период династии Цинь, вы проведете осеннюю версию весеннего фестиваля. После того, как Цинь Шихуан объединил страну, первый день октября каждого года стал днем Нового года. На этот раз сезон сбора урожая в конце осени. Люди могли делать вино, забивать овец и отмечать праздник весны. Если вы живете в период династии Хань, первый Новый год вы встретите в первый день первого месяца. Династия Хань изменила дату праздника весны на первый день первого месяца каждого года. Во время праздника весны проводят обряд жертвоприношения предкам. Если вы живете в эпоху южных и северных династий, вы проведете праздник весны с богатым содержанием. Во времена династий Вэй и Цинь южный и северный весенний фестиваль превратился в грандиозный праздник
с богатыми культурными мероприятиями, такими как распитие вина тусу, изменение персиковых символов, восхищение фонарями и соблюдение года. И канун Нового года и Шоусуэй возникли в это время. Во времена династии Тан было популярно делать новогодние открытки для других. Если вы государственный служащий, у вас будет 7 дней оплачиваемого отпуска. 如果你生活在宋朝，你将度过一个美味的春节。宋朝开始流行吃饺子，还有其他的各种美食，人们普遍开始用纸包火药做成爆竹。除夕、春节放爆竹之俗便逐渐盛行。如果你生活在明朝，你会发现过年的习俗变得十分成熟且相当隆重。接灶神、贴门神、除夕守岁、15赏灯会都已经成了当下盛行的习俗和活动。赏灯尤为受到人们的欢迎。如果你是公务员，你可以带薪休假1个月左右。如果你生活在清朝，人们过春节时会延续之前的习俗，另外会和亲友逛庙会。庙会上会卖各种各样的东西，还有精彩的表演。 Если вы живете в период династии Сун, у вас будет восхитительный праздник. Во времена династии Сун стали популярны пельмени и другие деликатесы. Обычно люди начали использовать упакованную бумагу порох для изготовления петард. Постепенно возобладал обычай зажигать петарды в канун Нового года и праздника весны. Если вы живете в период династии Мин, вы обнаружите, что новогодние обычаи и традиции приняли законченную форму, стали более грандиозными. Принятие бога очага, наклеивание хранителей дверей, бодрствование в новогоднюю ночь и восхищение фестивалем фонарей – все это стало популярными обычаями и традициями и в настоящее время. А любование фонарями особенно популярно среди людей. Если вы государственный служащий, вы можете взять оплачиваемый отпуск примерно на месяц. Если вы живете в период династии Цин, во времена праздника весны люди продолжили прежние обычаи и начали посещать ярмарку при храме с родственниками и друзьями. На ярмарке при храме продавали разные вещи, и там же устраивали прекрасные представления. 接下来我们来介绍章节3节令食品。 Далее, глава 3. Праздничная еда. 这就是春节的节令食品。首先有腊八粥，它是为了庆祝丰收，又称大家饭，是纪念民族英雄岳飞的一种节日食品。第二个叫年糕，又称年年糕，与年年糕谐音，寓意着人们的工作和生活一年比一年提高。第三个便是我们刚才说过的饺子，又称水饺，是中国北方民间的主食和地方小吃，也是年节食品。第四个叫元宵，北方称滚元宵，南方称包汤圆，这是两种做法和口感都均为不同的食品。最后一个春卷，又称春饼、春盘、薄饼，表示迎接新春的意思。 Итак, праздничная еда. Первое. Праздничная каша из риса и бобов. Празднование богатого урожая также называют общим блюдом. Это праздничные обычаи в честь национального героя Йофея. Второе. Новогоднее печенье. Также называют ежегодным печеньем. Созвучно со словом «ежегодный рост». В переносном смысле означает повышение уровня жизни из года в год. Третье. Пельмени. Также известные как вареные пельмени. Это основной продукт питания и местная закуска в Северном Китае, а также новогодняя еда. Четвертое. Юэньсяо – вареные колобки из клейкой рисовой муки с начинкой. Катящийся юэньсяо на севере и клетский бао на юге. Это два вида еды с разными методами приготовления и вкусовыми ощущениями. И последний – яичный рулет. Также называют новогодними блинами, весенним блюдом, тонкими лепешками. Обычно готовят на Новый год. 现在我们一起来学习春节我们可以说的祝福语。 Сейчас, ребята, давайте попробуем выучить пожелания на китайский Новый год. 请跟我一起读： Ребята, повторяйте за Дэнглоши. 年年有余， Ежегодного изобилия.
五福临门，五福临门， абсолютного счастья, долголетия, богатства, спокойствия, добродетели и долгой счастливой жизни. 万事如意，万事如意， Всего наилучшего. 步步高升，步步高升， Всестороннего и стабильного роста. 心想事成，心想事成， Исполнение всех желаний. 恭喜发财，恭喜发财， Огромного богатства. 大吉大利，大吉大利， Счастья и благополучия. 福星高照，福星高照， Благоприятной фортуны. Итак, ребята, на этом наш урок, посвященный празднованию китайского Нового года или же праздника весны, подошел к концу. Спасибо за внимание. 以上就是我们文化课春节的全部内容。再见。再见。